30 школьных автобусов сегодня отправились в села и города республики. Торжественная церемония передачи ключей представителям муниципалитетов и руководителям образовательных организаций Коми прошла в Сыктывкаре. Новые авто оборудованы всем необходимым для перевозки детей, а самое главное, они безопасны и изготовлены для северных условий. Анастасия Тюрнина продолжит. 30 новых автобусов получат школы 11 городов и районов. Все это в рамках распоряжения российского правительства. Из федерального бюджета на их приобретение было выделено свыше 71 миллиона рублей. Это очень значимое событие, мы его ждали целый год, так как у нас присоединили среднюю школу Якунёль, мы очень нуждались в этом автобусе. Детки все ждут, родители будут очень рады. Хороший автобус, теплый. Ну, пока потом не знаем, все покажет. А так, нравится. Новый транспорт отечественный и в северном исполнении. Автобусы укомплектованы современным оборудованием для безопасности юных пассажиров, тахографом для контроля за состоянием водителя и навигационным оборудованием. В этом году полностью, вот сейчас с учетом этих 30 новеньких автобусов, эту тему закрыли. Ну, а то, что появилась новая модификация, ну, понятно, что не стоит на месте техника, улучшается качество исполнения, кузовной дизайн другой появился. На самом деле автобусы очень хорошие в управлении. Ну и самое главное, повторяю, что это все-таки безопасность. Безопасность вот на этих автобусах уже предусмотрена и на «Газелях» прежнего поколения, на этой предусмотрена шипованная резина. В прошлом году в Коми закупили 76 новых школьных автобусов. Большая часть средств, более 113 миллионов рублей, деньги из республиканского бюджета. Вообще у нас сегодня 225 школьных автобусов уже есть в наличии и достаточно большое количество школьных маршрутов. Где-то это всего несколько детей мы подводим, где-то это побольше количество. И нам важно, чтобы это было безопасно. То есть школьный автобус, он должен быть полностью оборудован, соответствовать всем необходимым требованиям безопасности, комфортным. Ключи руководители муниципалитетов и школ получают из рук главы Коми. Это уже стало доброй традицией. Усть-Куломский район получает сразу 5 новых школьных авто. Автобусы у нас обновляются практически ежегодно, но такого количества в конце года у нас не было уже давно. Потребность в этом существует. У нас наибольшее, наверное, количество, одно из наибольших количеств школьных рейсовых маршрутов в республике Коми. Значит, на подвозе у нас работает, у нас сегодня 29 школьных маршрутов, поэтому для нас, конечно, это очень большое подспорье, очень большая помощь для муниципалитета. Эти 30 автобусов полностью решат проблему со школьными перевозками в Коми. Ну а уж в будущем году руководство региона намерено всерьез заняться ремонтом дорог по школьным маршрутам. Мы поставили в план 2022 года максимально, практически задействовав все деньги дорожного фонда, почти 5 миллиардов, на ремонт дорог. Общая протяженность у нас в рублях 7,5 миллиардов школьных маршрутов, поэтому 2,5 хвостик оставить на 2023 год и в 2023 году эту тему закрыть. Руководителям муниципалитета Владимир Уйба желает беречь народное добро, а водителям ни гвоздя, ни жезла и в добрый путь. Анастасия Тюрнина, Артем Соколов, телеканал Юрган.